Теперь тронуться не могу, гололед. Не чищено ничего. Руслан Сабиров – водитель большегруза с 5-летним стажем. Везет товар из Ростова в Набережные Челны. На трассе М7 остановился у придорожного кафе на завтрак и оказался в ледяном плену. Трасса вот с Ростова до Казани была замечательно чищена. Но сейчас все замечательно. Да, единственное, вот такие уж места. Кафе нигде не чищено. Долгожданный снег принес с собой и первые проблемы. Из-за сильного снегопада этой ночью на федеральных трассах в Татарстане временно ограничили движение автобусов и грузовиков. Спустя 8,5 часов движение открыли. С Волжска в Уфу еду, тут загрузился бумагой. Сложно ночью было ехать, снегопад был очень большой, гололед, аварий много на дороге. Ну а так, все победим, все проедем. Ночью было не проехать по трассе, но к утру уже все было чисто. Здесь главное – соблюдать безопасный скоростной режим. Мощный снегопад обрушился и на Мамадыш. К утру снежный покров был почти 10 сантиметров. Снегопад, конечно, это хорошо, светло стало на улице, хорошо, конечно, но трудности, как видите, на наших дорогах, что тут происходит, особенно на маленьких улицах, где мало ездят машины. Очень тяжело ни развернуться, ни вот даже до дома доехать не смогла. Очищать город от снега коммунальщики начали в 2 ночи. Днем к ним присоединились жители. К зиме Алексей Вахрушев подготовился заранее. Смастерил снегоуборочный мини-трактор. Многофункционально он. Можно, допустим, прямо, можно в эту сторону, влево, вправо, то есть он сам поворачивается. Эти кадры сняты сегодня утром в Набережных Челнах. В снежную ловушку попал и общественный транспорт. В городе было затруднено движение. Чистить надо, зима не приходит неожиданно. Отчитались, что очень все подготовлены средствами, машинами. Пусть чистит вовремя. Снежный циклон накрыл и Елабугу, и Бугульму, и Нижнекамск. Весь день дорожные службы ликвидировали последствия снегопада. Обильный снегопад накануне парализовал всю Казань. Средняя скорость на дорогах снизилась до 30 км в час. Коммунальные службы сегодня с раннего утра расчищают столичные дороги. Задействованы 225 единиц спецтехники и около 500 рабочих. Давно уже ждем, когда снег выпадет. Работа ведь все-таки начинает сам сезон. Техника у нас всегда готова. Первый снег, первый вызов, говорят и жители столицы. Шансы подскользнуться и упасть удвоились. Опасно, потому что -1. А говорят, еще потепление будет, так что будет гололед, говорят, будет дождь, ну не знаю, как будет, надо быть осторожным, конечно. Вчера я мусор относил, а там плитка взял и упал. Сейчас уборку города осложняют машины, припаркованные вдоль проезжей части. ГИБДД просят ставить авто на парковке, а также не выезжать на перекрестке, если там образовался затор. Халатное и пренебрежительное отношение автовладельцев к погодным условиям, а также оставление транспортсредств на проезжей части может привести к печальному исходу. Юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, осуществляющие грузовые и пассажирские перевозки, обязаны в пределах города обеспечивать стоянку транспортных средств на специализированных парковках. МЧС вновь предупреждает об ухудшении погоды. Гидрометцентр дает штормовое предупреждение. Предстоящей ночью и завтра днем в республике ожидается очень сильный мокрый снег. Ветер порывами до 18 метров в секунду, туман и гололед. Все эти явления синоптики объясняют активным южным циклоном. У нас в ближайшие недели будет проходить под знаком влияния именно этого барического образования. В этот месяц уже норму перебрал, то есть на настоящий момент выпало уже 56 миллиметров осадков, в то время как норма около 45 миллиметров, и осадки также будут продолжаться и на этой неделе. Снегопад прогнозируют до конца ноября. Снега будет столько, что последний месяц осени станет аномальным по количеству осадков. Ирина Васильева, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань.